Сегодня вся страна отмечает главный праздник великой державы – День России. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, с этого документа начался отсчет нашей новой истории – истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан. Уверяю вас, что мы с вами на правильном пути. Наша страна единственная, где проживает такое большое количество различных народов. У каждого свои традиции, язык и религия. При всем своем разнообразии их объединяет одно слово – Россия. При нарастающей внешней угрозе ее маленьким народам с великой историей как никогда нужно быть сплоченными и едиными. Во все времена сплоченность наций спасала нашу страну. Об этом говорит история. За последние столетия Россия прошла через множество испытаний, особенно в конце 20 века. Развал СССР отразился на судьбе каждого народа Советского Союза. Но стране спустя годы все же удалось окрепнуть и вернуть былую славу сверхдержавы. Сегодня она уверенно шагает вперед. С ее мнением считаются на мировой арене, а самое важное богатство – это населяющие ее народы, ведь именно они и образуют эту великую державу. Чеченцы наравне с другими принимали участие в самых значимых событиях. Это русско-турецкая война, Первая мировая война, знаменитый чеченский конный полк, входивший в состав дикой дивизии. На поле боя им не было равных. Более 300 воинов-чеченцев, защищавших Брестскую крепость, герои Советского Союза. Чеченцы-участники афганской войны. И это то немногое, что было в последние века. Их имена вписаны в историю золотыми буквами, и за каждым из них стоят подвиги исторической важности. Орца Чермоев – генерал, участник русско-турецкой и кавказской войн. За заслуги перед Отечеством признан потомственным дворянином Российской империи. Ханпаши Нураддилов в бою ликвидировал более 920 немецких захватчиков. Ирисхан Алиев – генерал, один из немногих, который оставался при царе Николае II до конца. Висаитов Мавлид – герой Советского Союза, первый перешел Эльбу и встретился с союзниками. Ахмад Хаджи Кадыров – герой России, первый президент Чеченской Республики, остановил кровопролитную десятилетнюю братоубийственную войну, положил начало мирной и созидательной жизни. Именно он возглавил борьбу с международным терроризмом, который ставил своей целью развал России. Какие жестокие несправедливости были со стороны тех, которые якобы хотели тут построить исламское государство. Я тогда не смог остаться в стороне. Я стоял на той позиции, на которой я сегодня стою. Эта позиция – очистить нашу республику от нечисти и несправедливости. И я ничуть, никогда не сомневался, не сомневаюсь, что победа будет за нами, потому что народ с нами. Ахмад Хаджи Кадыров отдал свою жизнь за мир на чеченской земле, а Рамзан Ахматович Кадыров сделал все для того, чтобы эта борьба закончилась полной победой. После того, как не стало духовного лидера чеченского народа, его сын, герой России, генерал Кадыров Рамзан Ахматович, продолжил дело отца, день за днем воплощая в жизнь его замыслы. Сегодня наш край цветет. Мы живем в мирной республике, к нам приезжают гости,
У нас проходят научно-практические и религиозные конференции, проводятся всевозможные фестивали и конкурсы. Налажены с разными странами культурные и экономические связи. Наш регион стал привлекательным для инвестиционных вложений. Почти каждый день у нас открываются новые дома и учреждения. Деятельность главы республики Рамзана Кадырова ставится в пример другим. Чеченская республика – это динамично развивающийся регион в составе Российской Федерации, руководители которой бок о бок с президентом страны работают во благо сохранения и укрепления целостности большой родины маленьких народов. День России – день каждого из нас. Марш Уорел, Лерме, Нохчи Бач Рамзан Ахматович, Дадикол Хоме, Нагости. Торжественная часть мероприятия, посвященная празднованию Дня России, объявляется открытой. Мы просим на сцену главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем России. Это особенный день для каждого жителя нашей многонациональной страны. Этот праздник является символом новой России, символом единства всего нашего народа. Россия за прошедшие 24 года пережила множество потрясений: экономический кризис, ослабление авторитета на международной политической арене, войны и конфликты. Но страна смогла преодолеть все трудности. Находившись на грани развала государства, возглавил президент России Владимир Путин.
Именно его железная воля, дальновидность и любовь к Отечеству смогли вывести Россию из экономического и социального тупика, прекратить конфликты внутри страны, укрепить ее позиции как мировой державы и задать курс на развитие. Особую роль в сохранении целостности России сыграл первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он решительно выступил против войны, которую навязали чеченскому народу экстремисты и ваххабиты. Ахмат Хаджи и тысячи его соратников отдали свои жизни за установление мира и порядка в регионе. Они сорвали планы международного терроризма. Сегодня Чеченская Республика является равноправным субъектом Российской Федерации. Мы живем в единой семье российских народов. Уверенно строим будущее, воспитываем подрастающее поколение в духе любви к своему Отечеству. У нас нет другой Родины. Мы готовы к новым достижениям во имя его процветания, к защите ее интересов в любой день и час. Да здравствует наша великая Россия. Да Аллаху Акбар. На сцену приглашается председатель парламента Чеченской Республики Дуквах Баштаевич Абдурахманов. Уважаемый Рамзан Ахматович, от имени Высокого форума приветствую вас. Желаю вам новых славных побед во имя мира в Чечне и на Кавказе, во имя укрепления вместе с Путиным российской государственности. Наш глава, национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров поприветствовал нас, представителей на этом высоком форуме народов Чеченской Республики, а здесь сидят, сегодня в центре города было высокое действие, представители всех народов, они здесь собрались, поприветствовал нас, высказав нам свое уважение, пожелал нам мира, а остальное оставил для тех, кто будет после него говорить. Потому что в прошлой истории есть много вопросов, а новейшая история – это Путин и Кадыров. Наверное, он о своей фамилии не захотел говорить, а другого в новейшей истории Российской Федерации – Путин и Кадыров, и больше и нет. Наша страна, которой через референдум мы утвердились, референдум, инициированный нашим первым президентом Ахмат Хаджи Кадыровым, поддержанный Путиным, страна, в которой мы сегодня живем, и субъект, который самый мирный, самый развитой, самый благополучный, самый мирный, который ведет, это утвердил Рамзан, субъект наш в России и Россия, которой мы являемся гражданами, самая великая страна на этой планете. Все моря и океаны, которые есть на этой планете, почти все граничат с нами, берегами нашей великой страны. От северных широт, от самого Ледовитого океана до южной точки Дагестана – это Российская Федерация. От Калининграда до Берингового пролива, до мыса Дежного – это Российская Федерация. 187 народов – это Российская Федерация. Ни в одном государстве нет столько представителей народов. 83 было субъекта сегодня вместе с Крымом и Севастополем. 85 субъектов – это Российская Федерация. Российская Федерация, где представлена героическая Чеченская Республика Кадырова, это Российская Федерация. В нашей республике 44 народности проживают, представители 44 народностей. 14 культурных автономий, они большинство в этом зале, сегодня 11 часов в центре Грозного, они торжествовали мир Чечне и российскую государственность. Здесь перед нами проходили моменты исторические. Если проследить прошлое, уйти, многие сегодня и русские, и чеченцы, и других национальностей говорят, когда мы говорим о единстве Российской Федерации, а в прошлом было же, да, в прошлом было.
И Кавказская война была, и гражданская война была, и царская зачистка была, и советская зачистка была. Почему? Да потому что дурные правители, когда проходят, как сегодня на Украине, всегда так история бывает. Когда пришли в руководство страной и субъектом патриоты своих народов, своей страны, своей республики, как Путин и Ахмад Хаджи Кадыров, Рамзан Кадыров, мы видим сегодняшний день. Зная прошлое своего народа, история Путин, зная прошлое историю чеченского народа и то, что происходило в 90-е годы на этих просторах, он нашему лидеру Ахмад Хаджи Кадырову протянул руку. Сын чеченского народа, тамада чеченского народа, давайте дальше жить мирно. Забыв прошлое, строить новое для наших народов. Ахмад Хаджи протянутую руку мира принял, и сегодня, утвержденный его сыном Рамзаном, мы живем в совсем другой стране. Стране, которая единственная на этой планете может сказать новому фашизму, НАТО и Америке нет. Это Путин и Кадыров. Если уходить в прошлое, мы всегда вспоминаем имамов, мы всегда говорим о разных героях. Вот здесь прошли, если проследить нашу историю, мы всегда думаем, вот последние события были, в 90-м году Верховный Совет принял декларацию о независимости. До этого как будто другой не было советской истории, царской истории, не было до этого другой истории. Всегда славные сыновья из любых народов всегда стараются вывести свой народ к лучшему, вывести к миру, вывести к процветанию. У чеченского народа тоже были сыновья, которые старались утвердить дружбу. Проходит другой период, приходит, если вспомнить войну с Наполеоном, это Александр Чеченский. Если вспомнить вот этих Чермоевых и Алиевых, которые показали, но у Чермоева был сын Топа, все знают Топа Чермоев. Но мало кто знает, что на Кавказе первое правительство всего Северного Кавказа создал и возглавил сын вот этого героя царских времен, героя русско-турецких времен Орца Чермоева. Если была Первая мировая война и показывали конный полк, чеченский, ингушский, которые были в Великой дивизии, в Брусиловском прорыве, знаменитом Брусиловском прорыве погиб чеченец, который был самим царем награжден золотой саблей, Абдулмеджид Кужуев. И таких фамилий мы можем много говорить. Бейбулата Таймиева многие знают, но мало кто знает о том, зная его как легендарного человека, когда осознал он, что приносит война с окружающим миром и с Россией, как и Ахмад Хаджи, он хотел установить мир, когда он додумался и начал протягивать русским и руководству, и народу, его убили. Мы должны знать эти моменты, мы должны знать, что были у нас славные сыновья, Муслим Гайрбеков и Таштамир Эльдерханов, которые старались нас интегрировать в российское и советское пространство. Если мы говорим об Отечественной войне, всегда Висаитову, Ханпашану, Радилу, это славные сыновья. Но у нас, Рыбкин говорил, до 60 тысяч участвовал, наши историки говорят, 44 тысячи. Но Отечественная война, кроме этих имен, много славных имен. Дуда Энгиноев, полный кавалер Ордена Славы, представленный Героем Советского Союза. Послевчера мы утверждали, награждали афганцев 25 лет вывода советских войск из Афганистана. Высшей наградой Советского Союза был удостоен чеченец Сулейман Хаджукаев из Урус-Мартана. Мы должны знать эти имена и должны знать, что эти чаяния не в один миг, это была вековая мечта чеченцев, которые умирали за Советский Союз, за Россию, знамя, которое поднял Ахмад Хаджи Кадыров и которое укрепил Рамзан Кадыров. Да, оказывается, нам надо жить с такими народами вместе, единстве, солидарности, федерации, в союзе. Это было сделано на новейший период. И мы больше осознаем значимость того, что сделал Ахмад Хаджи Кадыров. Мы больше осознаем то, что сделал для мира, для утверждения этой федерации Рамзан Кадыров, то, что сделал, чтобы поднять ельцинскую Россию с колен, находящуюся в рабстве у Америки и у европейских государств, что сделал Путин. Сегодня мы видим,
когда после Югославии, когда идет мировая война на этой планете, все падают перед ними на колени и становятся экономическими рабами, политическими рабами, моральными рабами, свободными остаются перед ними только россияне. И в этом субъекте на Западе, вчера из Франции приехавшие Бешиев и другие, которые здесь находятся, подтвердят. Они говорят, самый чистый город, сравнимый с Грозным, в Европе один город, Вена. И россияне знают, и в Европе знают, и в Крыме с Хызриевым, которым мы только после вчера были, знают одно, твердо знают, да, есть великая Россия, но эту великую Россию вместе с Путиным утверждает чеченский народ во главе с Рамзаном Кадыровым. Я ничего не увеличиваю. Когда я говорю слова, пусть будут иногда эмоциональные, кто иногда подумает, что я запятую, точку даже добавляю, пожалуйста, участвуйте в моих следующих делегациях от Турции до Норвегии, от Англии до того же Крыма. Вы увидите то уважение, которое при Кадырове получили мы в составе Российской Федерации. Значит, они были правы. Такой момент. Мы воевали с христианской Россией. Так получалось. Мы в составе России, мы россияне, наш президент, он же имам Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 2 недели назад 18 чеченцев, а их было больше сотни в Каабе, 18 чеченцев, за что мы бесконечно благодарны, потому что этот час вместила вся наша жизнь. Она больше значит, что все больше на этой планете. Мы в России. Представьте себе прошлую историю. 18 чеченцев из субъекта, который является составной частью Российской Федерации, под руководством Рамзана Кадырова заходят в Каабу святую. Мечта наших отцов. Я говорил, на коленях нужно стоять, благодарить за такие деяния. Вот что значит правильный путь Ахмада Хаджи Кадырова, вот что значит содействие Рамзана Кадырова, Путина Рамзану Кадырову. Вот что значит объединиться, вот что значит иметь национального лидера. Мы сегодня говорим о России, о Российской Федерации. Каждая республика сегодня где-то поют, где-то танцуют, где-то ансамбли, где-то парады. Мы сегодня все это действо провели во всех районах. Мы сегодня в этом зале. Что можно говорить? Нужно говорить одно. Еще раз повторяю, мы должны быть едины. Мы должны помнить заветы Ахмада Хаджи Кадырова. Став рядом с Рамзаном Кадыровым, мы должны укреплять Путина и российскую государственность, чтобы на наших просторах бендеровцы, фашисты, американцы, натовцы не плясали. Если бы мы не были там, они бы здесь плясали. Я только что, как сказал, был в Крыму. Рамзан Кадыров в зал встает. Хызриев подтвердит. Чеченский народ в зал встает. Мы были на футболе, мы были на политическом мероприятии, мы были на Симферопольской, день города. Хызриев с делегацией Севастополя, куда бы мы ни пришли, все встают. Передайте наше уважение Рамзану Кадырову. Когда мы говорили о Чеченской Республике, на эмоциях Аксенов, глава Крыма, выскакивает снова на трибуне и говорит: первый человек, который мне позвонил, это из субъектов руководителей из Великой России, Рамзан Кадыров. С Путиным. Когда он позвонил, тогда и диаспора с нами стала рядом. И первый руководитель субъекта, который мной подписан указ, и я наградил, первый из руководителей субъекта, этим орденом, по которому похож на орден мужества российский, на первым из руководителей субъекта за освобождение Крыма награжден Рамзан Кадыров. Вот он. Баркал. Баркал дал Сидуэль. Награда у меня, Баркал Вауш. Но так как мы спецрейсом
благодаря Рамзану Ахматовичу улетали, прилетали. Награду мы привезли в Грозный. Хотелось быстрее доставить Аксенову, чтобы мы доставили, но через день-два он сам будет в городе Грозном, и я сохраню награду, чтобы ему передать, чтобы он сам лично вручал. Он хотел после выборов, но не выдержал, хочет приехать к нам. Да здравствует Великая Российская Федерация и мир на Кавказе и в Чеченской Республике. Слава великому Путину! Да здравствует Рамзан Кадыров! Аллаху Акбар! Уважаемый Рамзан Ахматович, разрешите мне торжественную часть мероприятия, посвященной празднованию Дня России, объявить закрытым. Ассаламу алейкум, даггар салам маршал душугл армия, нохчи республику Рамзан Ахматович, хомсар хайши махкой. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем праздничный концерт, посвященный Дню России. Сегодня в нашей огромной стране отмечается главный государственный праздник Российской Федерации. Без преувеличения можно сказать, что этот праздник является одним из самых любимых праздников народов, входящих в состав Российской Федерации. В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей. Дню России исполняется 20 лет. День России – это праздник торжества демократии, свободы и братского равенства. Наглядное подтверждение тому – наша республика. Из нестабильной, раздираемой внутренними противоречиями, Чечня сегодня превратилась в один из самых динамично развивающихся и процветающих регионов Российской Федерации.
Это стало возможно благодаря мудрой и ответственной политике, основы которой заложили президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Традиция добрососедских и взаимовыгодных отношений в наши дни продолжает нынешний глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который пользуется безоговорочной поддержкой и доверием руководства Российской Федерации. Люблю страну небесной синей, озера и поля России. Ее бескрайние просторы мне так же дороги, как горы. На сцене солистка ансамбля народной песни «Нуржохар Салах» из Риева и детский сводный хор государственных детских ансамблей «Даймох» и «Башлам». Снег серебрится за окном, и на стекле морозный иней. Я возвратилась в старый дом, где тает детство в дымке синей. Здесь, как и прежде, мама ждет, земля мне возвращает силы. Ты моя жизнь, ты мой полет, моя любимая Россия. Эх, Россия, Россия, в ситцевом платье, береги свои силы, уже слез твоих хватит золотистым лугом, бесконечно раздолье. Эх, Россия, Россия, травы по пояс. Пускай мороз стучит в окно, я здесь останусь до рассвета. Теплом согреет старый дом и память возвратит в то лето, где дым сирени, как дурман, как прежде мама молодая, лишь сквозь годов седой туман. Россию сердцем понимаю. Эх, Россия, Россия, в ситцевом платье, береги свои силы, уже слез твоих хватит золотистых лугов, бесконечно раздолье. Эх, Россия, Россия, травы по пояс. И в чужой дальней стороне тоскую по тебе, Россия. На свете нет другой земли с таким достоинством и силой, и мощь высот и ширь полей, и красота небесной синей. Я припаду к родной земле, я обниму тебя, Россия. Эх, Россия, Россия, в ситцевом платье, береги свои силы, уже слез твоих хватит золотистым
Что за праздник без танцев и песен? Пусть их будет сегодня сполна, и круг наш пусть будет так тесен, что едва уместится страна. На сцене кавалер ордена Кадырова, государственный ансамбль танца «Война».
Как не любить тебя, Россия, когда под крылом твоим рос я? Как забыть, скажи, Россия, когда в тебя корнями врос я? На сцене заслуженная артистка России Мака Межиева. Дороги России, России моей, как белые крылья ее лебедей, обнимут, поднимут, развеют печаль. Дороги России, бескрайняя даль. Куда вы ведете дороги, куда? Туда, где колодцев святая вода. Куда вы ведете дороги, куда? Туда, где колодцев святая вода. Дороги России, ромашек луга, дожди проливные по пояс снега, сойдутся на миг у родного крыльца, и снова дорога не видно конца. Куда вы ведете дороги, куда? Куда, где кукушка считает года? Куда вы ведете дороги, куда? Куда, где кукушка считает года? Дороги России, сплетение рек, березы густые подарят ночлег. Обнимут, поднимут, развеют печаль. Дороги России, бескрайняя даль. Куда вы ведете дороги, куда? Туда, где на счастье упала звезда. Куда вы ведете дороги, куда? Туда, где на счастье упала звезда. На сцене республиканский детский ансамбль песни и танца «Башлам».
Заказан путь отныне для вражды. Россия и Чечня навеки братья. Так решили Путин и Ахмад Хаджи, раскрыв для мира и добра объятия. На сцене солисты Департамента культуры города Грозный. Не первый год, не первый век, да и не первую эпоху ты грозно помогала всем, как трудно не было и плохо. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, и я другой отчизны не хочу. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, и я другой отчизны не хочу. Тень двуглавого орла, во имя правды и свободы ты нас сегодня собрала, свои сердечные народы. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, я другой отчизны не хочу. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, и я другой отчизны не хочу. Свидетель Бог, хотим мы жить спокойно, мирно и красиво. Но помни, не, друг, что Россия себя сумеет защитить. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, и я другой отчизны не хочу. Во имя нас живи, страна родная, с тобой мне все дороги по плечу. Пройдем с тобой от края и до края, и я другой отчизны не хочу. На сцене государственный ансамбль песни и танца «Новчо».
На сцене солистка департамента культуры города Грозный Бетимат Яснокаева. Стремление к миру в крови у чеченцев. Ахмад Хаджи больше всего на свете мечтал о том дне, когда не будут больше плакать чеченские и российские матери. Сегодня его мечту сделал реальностью продолжатель его дела, нынешний глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Не выстрелы звучат сегодня на чеченской земле, а песни о мире, доброте и согласии. На сцене государственный детский ансамбль песни и танца «Даймо».
На сцене солистка детского государственного ансамбля песни и танца «Даймох» Раяна Асламбекова. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 000 я, большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, в городах веселых. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю, страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, золотые озера и бурлящие моря. Над полями выгнет спину радуга дуга. Нам откроет 100 тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а опять на землю лягут белые, огромные, роскошные снега, как будто бы осенит. Будут на тебя звезды удивленно смотреть, будут над тобой добрые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине птицы будут радостно петь, и будет песня звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Над тобою солнце светит, льется с высоты. Все на свете сможем я и ты. Я приду, земля, твоим березам, я взгляну в глаза веселым грозам и, смеясь от счастья, упаду в твои цветы. Обняла весна цветная ширь твоих степей. У тебя страна, я знаю, солнечна в судьбе. Нет теперь конца и нет начала, и светло и величаво реки необъятные, как песни о тебе, как будто бы осенит. Будут на тебя звезды удивленно смотреть, будут над тобой добрые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине птицы будут радостно петь, и будет песня звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 000 я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 000 я. Я, ты, он, она. Мы живем под знаком доброты. Среди вершин и среди равнин светит солнце одно с высоты, и шар земной для людей один. На сцене народная артистка Чеченской Республики и Республики Ингушетия Аминат Ахмадова. Какие времена теперь настали, эпоха возрождения труда, и духом вновь земля отцов воспряла во имя жизни, мира и добра. Примером стали подвиги героев, их вера помогла нам быть
тобой. С Россией вместе навсегда живи и процветай, земля моя. И как девиз звучат слова: ты центр мира, моя Чечня. С Россией вместе навсегда живи и процветай, земля моя. И как девиз звучат слова: ты центр мира, моя Чечня. Как у отца вся жизнь твоя для всех, дорог простых не ищешь для себя. Гадают в мире, в чем же твой успех, ведь в жизни все подручно для тебя. А для тебя важнее слово честь, величие народа и страны. Благих твоих поступков нам не счесть во имя справедливости, любви. С Россией вместе навсегда живи и процветай, земля моя. И как девиз звучат слова: ты центр мира, моя Чечня. С Россией вместе навсегда живи и процветай, земля моя. И как девиз звучат слова: ты центр мира, моя Чечня. Народов равноправных, народу предвещая мирный путь. На жизнь, как все, и мы имеем права, и в этом человеческая суть. Слова героя, наша цель — свобода, свобода от бесчестия и лжи. Во имя благоденствия народа поставлю на алтарь свободы жизнь. Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Вместе мы сильны, желанием жить в согласии полны. Сердца горячие стучат в груди. Счастливое будущее ждет нас впереди. Адик Йойл Шоу, Марш Ойл. До новых встреч, друзья!